Мария, расскажите, какие города называются сжимающимися и в чем их специфика? Ну, вообще, как бы нету единого определения, но в научном сообществе принято называть сжимающимися города, которые долговременно устойчиво теряют население по разным причинам. Численность населения в них сжимается. При этом их вот этот пространственный след, застройка, границы остаются неизменными. Вот. И это очень важно, потому что тогда при снижении численности населения у нас получается фрагментация пространства из-за того, что люди уезжают, появляются заброшенные какие-то здания и сооружения, и именно поэтому вот речь про физическое сжатие. То есть если город просто теряет население, то, наверное, корректнее его называть убывающим, да, депопулирующим. А если есть вот пространственные эффекты этого процесса, тогда уже скорее говорим про сжимающийся. Что вы знаете про города северо-запада России, возможно, Псковскую область? То есть что там по цифрам, что происходит с населением и какие процессы обычно характерны для таких городов? Ну, вообще, за исключением, наверное, Санкт-Петербурга и Ленинградской области, северо-запад — это, депопулирующая, часть нашей страны. Вот, и, опять же, за исключением региональных столиц, практически все города теряют население. Но если мы, скажем, говорим северо-запад, например, Мурманская область, там все города теряют население. В Псковской области Псков немножко прирастает, но в целом ситуация довольно сложная, потому что регион испытывает 2 процесса, каждый из которых обуславливает вот депопуляцию и последствия и сжатия. С одной стороны, Псковская область — это староосвоенный регион, где длительное время наблюдалось, значит, присутствие населения, государства, экономики. Вот. И сыросвойные регионы характеризуются довольно старой структурой, демографической структурой населения. То есть преобладают люди в старших возрастах. Ам, Это происходит в том числе из-за миграции, но сейчас я к этому подойду. То есть вот это вот постарелое, более старая структура населения обуславливают низкую рождаемость и высокую смертность, отрицательную динамику численности населения. И это одна из больших проблем. То есть в нашем государстве действительно очень много говорится про естественную убыль населения, и есть множество программ. Ну, самая одиозная, мне кажется, это материнский капитал, вот, которая направлена на исправление ситуации, да, исправление демографической ситуации, но там все очень сложно, потому что нужно учитывать репродуктивное поведение, да, что женщине сложно иметь много детей, женщина сейчас работает. Опять же, финансовый стимул не самый главный стимул для повышения рождаемости. И рождаемость, в принципе, в России не такая низкая, да, на уровне, ну, европейских государств мы среднячок. Проблема смертность, высокая смертность в нашей стране, одна из самых высоких в развитых странах, возможно, даже самая высокая среди развитых стран смертность, особенно мужчин, вот, особенно в трудоспособных возрастах. Вот, и, соответственно, как бы вот эта демографическая политика направлена на рождаемость и на женщин, ну, в какой-то мере. Поддержки материнства с этим все гораздо хуже. То есть как бы родить, окей, ты родил, тебе выдали деньги, а кто потом содержать этого ребенка будет? Пособия же нужны какие-то, инфраструктура, там детские сады удобные, ясли, на работе должна быть какая-то гибкая система более для поддержки женщин. А вот проблема смертности, с ней как-то меньше работают. То есть все, что касается это же вопросы здравоохранения, да. В здравоохранении сейчас у нас оптимизация. Вот, особенно страдают небольшие города от оптимизации. Вот, если мы опять вернемся, например, к рождаемости, да, которая тоже связана со здравоохранением, безусловно, то есть масса историй, есть исследования моих коллег про женщин из малых городов, которые едут рожать там на оленях, на собаках в региональные центры, потому что как бы закрылись роддома, да, то есть вот эти вот, с одной стороны, мы говорим про повышение рождаемости, а с другой стороны, поддержку, да, материнства, а с другой стороны, закрываем роддома, и женщина вынуждена, ну, добираться большое количество времени. А если она вдруг
внезапно оказалась в малом городе, и у нее сложный случай, вот, то, к сожалению, не всегда ей могут помочь, потому что не всегда есть квалифицированная помощь. В общем, да, вот проблема рождаемости, я про неё, как бы опять к ней вернулась, да, но я хотела про смертность, наверное, в большей степени сказать. Вот, вот высокая смертность в Псковской области, особенно в маленьких городах, есть вот эта вот демографическая пирамида, которая маленькая прослоечка внизу детей, и вверх она идет, так расширяется немножко, где у нас больше пенсионеров. Соответственно, это и нагрузка на рынок труда, это и нагрузка на систему здравоохранения, которая и так страдает, и это больше, ну, меньше людей в репродуктивном возрасте, значит, они могут меньше рожать, больше людей пожилых, значит, они будут больше умирать. Вот, и вот мы имеем вот эту вот очень сложную тенденцию, которую тяжело переломить, потому что здесь нужны большие средства и очень комплексные программы. Мария, это же история про фактически диспропорцию развития разных регионов, которая бьет в том числе и ну, на эмоции вот молодежи. Мы общались вчера с молодежью, они говорили, ну Москва, ну Петербург, ну какой-то другой город, классные, прекрасные, яркие огни, там интереснее и все остальное, уезжаю, потому что в Москве и в Санкт-Петербурге гораздо больше денег, возможностей, карьерного роста и так далее. И регионы, периферия остается и так ни с чем, получается. То есть вот этот отток молодежи, он еще больше ударяет по демографической структуре. То есть те люди, которые могли бы рожать детей, они оттуда еще и уезжают. И вот эта прослойка людей, которая могла бы, соответственно, дать нам какой-то демографический прирост, увеличение численности населения за счет рождаемости, она оттуда вымывается. Вот самые миграционно активные, естественно, это молодые люди. То есть в первую очередь у нас есть учебная миграция, да. То есть если мы посмотрим, да, на графики, возрастные графики по миграции, есть, конечно, дети, которые выезжают, но это дети, которые выезжают с родителями. Вот. А пики у нас наблюдаются вот как раз в студенческие возраста, и здесь вопрос не в том даже скорее, что молодежь уезжает, да, а в том, что она не возвращается. Те молодые люди, которые получают рабочие специальности и по которым есть рабочие места, по крайней мере, в небольших городах. Небольшие города, они, как правило, все-таки индустриальные, с сохранением заводов, шахт, карьеров, каких-то вот таких мест приложения труда. А те, кто молодые люди, которые получают высшее образование, это, как правило, белые воротнички, да, и, ну, не нужно небольшим городам, их рынку труда не нужно такое количество менеджеров, юристов, какие сейчас профессии еще, Творческие программистов. программисты и Ну, творческие специалисты. масса вот профессий. В общем, короче, с одной стороны, есть вот история, что как бы негде работать, именно вот людям с этими специальностями, да, работа в принципе может быть, то есть это не то, что негде работать, а негде работать по специальности. Второе, это то, что, вот, в принципе, вот этот имидж, ну, у малых городов, у каких-то региональных столиц вроде Пскова, который такой не очень хайповый и популярный, скажем прямо, ну, что там вроде делать нечего, какая-то дыра. Вот, это я сейчас не я, как говорю, это цитирую своих респондентов. Эм, Соответственно, как бы вот эта еще история, что вроде как негде себя самореализовывать и в профессиональном плане, и в плане личностном, какого-то досуга, какой-то деятельности помимо работы. А есть еще история вот с инфраструктурами, да, о чем я начала говорить, про здравоохранение. Если мы будем... Следующий пик, да, отъезда людей, это младшие трудоспособные возраста, ну, не младшие, это получается уже средние такие, да, 32, около 20, там, 20 плюс, 25, 26, 27 и вот 30, там, до 35. Это люди, которые едут за работой. И, как правило, это люди семейные. И здесь уже вопросы инфраструктурные встают тоже. Закрыли больницу, негде лечиться, закрыли последнюю нормальную школу, или их там объединили, и не очень понятно, как теперь куда ребенка водить. Вот, здесь стоят вопросы там про жилье, опять же, то есть аварийное жилье, это же просто бич божий российских городов, плохие коммунальные инфраструктуры, разбитые дороги, вот, естественно, приезжая в крупные города, у которых есть деньги на поддержание вот этих базовых инфраструктур, люди задумываются, а зачем мне жить там, где вот
так не очень комфортно, да, скажем прямо. Есть ли какие-то рецепты, если говорить такими крупными мазками, того, как можно выровнять качество жизни в крупном городе и, может быть, в менее крупном городе, в столичном городе и в провинциальном, или даже, ну, там, в столице региона? Вот что крупными мазками, ну, должно делать государство, правительство и так далее? Куда вкладываться, куда бить? Куда бить, куда вкладываться? Ну, смотрите, если мы посмотрим на то, что было в советское время, да, вот затрачивалось действительно большое количество средств на выравнивание жизни в регионах, и более того, в регионах, где были сложные условия климатические, природные, туда людей зазывали, в том числе финансово, и не только финансово, да, были не только более высокие зарплаты, но и квартиру можно было сразу получить, да, ты едешь на севера, тебе дают квартиру. Ну, это не про Псковскую область история, конечно, но там про Мурманскую, например. Вот. Потом более длинные отпуска какие-то, да, и то есть людям создавали действительно стимулы, чтобы они ехали и чтобы они оставались. Сейчас мы живем в других условиях, парадигма изменилась, мы живем, ну, в каком-то таком квази-неолиберальном капитализме, вот, где города конкурируют друг с другом, конкурируют за ресурсы, более того, мы находимся в экономическом кризисе, вот, и государству гораздо выгоднее развивать флагманские проекты, да, которые будут очень заметными, но при этом иметь весьма а, как бы так сказать, непонятные эффекты. Ну, типа вот сейчас история про города в Сибири, да, про которые все говорят. Вот, и почему мы... Это колоссальные будут затраты средств, вместо того, чтобы в такие вот весьма амбициозные проекты вкладываться, наверное, можно вложиться было бы в дороги в Псковской области, в работу с аварийным жильем, в поддержание образования, здравоохранения, ну, какие-то базовые такие штуки, которые там проседают. Но почему-то мы про это не слышим. Мы слышим, что государство хочет строить мосты на остров Русский, строить стадионы для чемпионата мира, развивать олимпийскую инфраструктуру, строить города на пустом месте в Сибири. То есть приоритеты сейчас такие. И как бы здесь ответ, что должна быть очень комплексная, очень продуманная и финансово обеспеченная политика, но у нас нет ни того, ни другого, ни третьего сейчас. Поэтому, Максим, на ваш вопрос у меня ответ исключительно гипотетический. Единственное, что мне остается, сейчас выйти здесь на улицу, вот лечь около подъезда и умереть, потихонечку умирать. Я буду долго это делать. Мария, спасибо огромное за то, что подключились к нам и рассказали про и свою работу, и свое видение развития регионов в сравнении друг с другом и вот, ну, да, основываясь на тех трендах, которые сейчас происходят в России. До свидания. Да, простите, что не смогла сказать ничего веселого про Псковскую область, но действительно регион очень сложный со многих вопросов. Миграционная ситуация, демография, ну, естественное движение населения. Вот, поэтому, ну, здесь только вот уповать на Божью помощь, мне кажется, в данной ситуации.